Здравствуйте, народ Казахстана. В связи с последними событиями в городе Экибастуз, как вы знаете, случилась авария ТЭЦ, в связи с чем уже больше недели жители города сидят без тепла и света. Хочу выразить слова поддержки горожанам. Экибастузцы, держитесь, весь казахский народ с вами. Все эти события, которые происходили в Казахстане за период правления Назарбаева и происходят по сей день, то бишь во время правления Токаева, наводят на одну интересную мысль, что Жаңа Казахстан у нас существует только в головах чиновников, на словах, на бумаге, а в действительности ничего не поменялось. Одни и те же лица, только обертка другая. Вы скажете, почему я сделал такой вывод? Да потому что еще при Назарбаеве в Казахстане сложилась такая некая иерархия, сословие, что ли. Можно сказать, и коррупционно-воровская система, которая существует и ныне, при которой расцвел трайбализм, кумовство, полицейский произвол, коррупция, рэкет, когда назначаются на должности некомпетентные, неквалифицированные специалисты, то бишь это своячники, землячники, родственники или подхалимы. Все это привело к сегодняшнему результату, к сегодняшнему Жаңа Казахстану. Поэтому я никогда не голосовал ни за Назарбаева, ни за Токаева. И не доверяю нашей власти. И я считаю, что в ближайшем будущем у нас ничего не поменяется с такой системой. Поскольку за деяния в прошлом и в нынешнем никто не ответит, никто не попросит прощения у народа, и никто не понесет наказания за гибель оппозиции, за гибель политзаключенных, за расстрел в Жаңаөзене в 2011 году, Кызылағаш, Архангерген и за взрывы в Арыс, Кордае, за январские события, за тех, кто действительно, так скажем, вышел на мирный митинг и погиб. Погиб на допросе те молодые ребята, те мирные люди, которые из народа. Никто не понесет за их гибель наказания. Ни министр, ни президент, ни чиновники, ни правоохранительные органы. И также никто не понесет ответственности за аварию на ТЭЦ в Экибастузе. Вот здесь вы можете возразить мне. Вот что тебе не нравится? Вот живем же нормально. Тихо, мирно, спокойно, без войны. А могло бы быть и хуже. А я вам скажу, а могло бы быть и лучше. У народа Казахстана есть всегда выбор. Стать лучше, быть лучше, жить лучше и построить для себя лучшее будущее. И меня всячески удивляет настроение тех граждан, которые на выборах
говорили, типа, вот, Токаев краш, Назарбаев краш, вот наши спецслужбы, наши там армия, полиция там защитили нас от 20 тысяч террористов, которые ниоткуда там взялись там. Мы не знаем их имен, фамилий. Как будто весь народ забыл об январских событиях, о тех жестоких допросах. Что случилось тогда? Никто не может ответить. Поэтому я считаю, наша страна все еще колония. Как была колонией, так и осталась колонией. И в будущем, если наши небожители, так скажем, солнцеликие чиновники не предпримут какие-то положительные действия по отношению к своему народу, а народ по Конституции является гарантом государственности Республики Казахстан, не пойдет навстречу к народу, я думаю, все это плачевно кончится. Таких январских событий, таких декабрьских событий в Жаңаузене будут тысячи, миллионы, если, конечно же, вы своевременно не поможете и не будете делать то, что обязаны по Конституции, по закону перед своим народом.